К открытию школ третьего возраста активом Совета ветеранов Алданского района сделаны первые шаги. Подробности смотрите далее. У членов актива Совета ветеранов по Алданскому району забот не в проворот. На 2016 планы масштабные. В городах и поселках района планируется работа по образованию школ третьего возраста. Они объединят особенных учеников, пожилых людей, кому за 60. Главной задачей занятий в школах третьего возраста станет возрождение интереса к жизни. Чтобы продлить жизнь пожилому человеку, для этого необходимо что? Общение. И человек пришел, вылил себя, ему тяжело, он свои эмоции отдал, что-то взял. И глядишь, какой-то блеск в глазах уже у человека, и жить ему хочется. В Алданском районе доля пожилых людей составляет порядка 25%. Для подавляющего большинства мужчин и женщин зрелого возраста постоянным спутником становится одиночество. Открытие школ третьей поры подразумевает образование клубов и кружков по интересам. Творческий потенциал у пенсионеров неизмерим. Не занимать активистам и энтузиазма для воплощения идей в жизнь. Кто-то, может быть, занимается цветами, кто-то занимается вышиванием, кто-то хочет петь, хочет читать, хочет стихи, значит, изучать. Люди собираются по интересам, вот, и общаются. А если нет клуба, куда пойдет пожилой человек? К открытию школ третьего возраста активом Совета ветеранов сделаны первые шаги. На начальном этапе большого дела необходимо подключение административного ресурса. Главам поселений направлены просьбы предоставить здания, в которых будут функционировать кружки и клубы. В качестве первого направления в школах для пожилых планируется создание компьютерных классов. Татьяна Вахнина, Сергей Шипачев, НВК «Саха», Алдан.